Добрый день, меня зовут Сергей Санхядов. Хочу поделиться своим опытом освоения родного бурятского языка в сознательном возрасте. Главное не пытаться его выучить, иначе на это не хватит всей жизни. Язык надо просто освоить. Как? Давайте вспомним, как осваивает язык ребенок. Ребенка никто не учит разговаривать. Сначала он просто слышит, воспринимает информацию, а в какой-то момент язык в нем просто открывается. И он начинает говорить на языке своих родителей. Если это не был родной язык, то ничего страшного, поскольку родной язык все равно остается как нераспакованная посылка, которую можно открыть на любом жизненном этапе. Другое дело, что в сознательном возрасте человек успевает сам непроизвольно создать защиту, которая мешает эту посылку открыть. Это внутренние подсознательные барьеры, связанные с негативными воспоминаниями из прошлого. Соответственно, первым делом нужно эти барьеры устранить. Вспомните, какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите словосочетание «бурятский язык». Возможно, это представитель старшего поколения, который критиковал вас за незнание родного языка где-нибудь в общественном месте. Может быть, это ваши сверстники, которые в детстве смеялись над вашим акцентом. Может быть, это школьный учебник бурятского языка, который не вызывал у вас никаких положительных эмоций. Уловив этот образ, его нужно просто заменить на более позитивный. Выберите себе образ деда, прадеда или другого близкого вам родственника, с которым теперь вы будете ассоциировать родной бурятский язык. Новая ассоциация позволит вам осваивать родной язык не как язык окружающих, а как эмоционально очень близкий вам язык, язык вашего рода, то есть ваш собственный язык. С этого момента мнение окружающих утратит для вас всякую актуальность, поскольку освоение родного языка станет для вас вашим личным вопросом. Далее приступаем к материальной части. На этом этапе можно столкнуться с кажущейся на первый взгляд нелогичностью бурятского языка, особенно когда носитель языка в ответ на ваши вопросы, на ваши попытки усвоить логику построения отдельных фраз отвечает «так говорят». На самом деле, конечно, бурятский, как и любой другой язык, имеет четкую логическую основу. Просто носителям языка ее совсем не обязательно знать. Они строят свои фразы автоматически, то есть на подсознательном уровне. Это касается носителей любого языка. Поспрашивайте своих знакомых, чем отличается в русском языке случай употребления «мой» и «свой», местоимение «мой» и «свой». Вряд ли вы получите на этот вопрос четкий ответ. Но для человека, осваивающего язык в сознательном возрасте, его логическая основа просто необходима. Именно она позволяет усвоить навык связывания отдельных слов в предложение. А для того, чтобы научиться разговаривать, лучше знать всего 50-60 глаголов и уметь строить вокруг них предложения, чем знать несколько тысяч слов бурятского языка, но не уметь связывать их между собой. С моим взглядом на то, что представляет из себя логическая основа бурятского языка, можно познакомиться в проекте Амиды ХЛМ на YouTube-канале нашей известной журналистки Анны Зуевой. Усвоив логическую основу языка, нужно довести ее применение до автоматизма на самых элементарных примерах, на самых простых предложениях. Дело в том, что многократно повторенная информация проникает в подсознание и вызывает там обратную реакцию. Другими словами, та самая нераспакованная в детстве посылка
начинает открываться. В самых неожиданных местах вы начнете сталкиваться с новыми словами и выражениями бурятского языка, которые будут сами ложиться на уже имеющуюся у вас основу. Безусловно, этому процессу нужно будет способствовать, но любые ваши усилия на данном этапе будут приносить удвоенный или даже утроенный эффект. Итак, технология освоения родного языка в сознательном возрасте, на мой взгляд, выглядит так. Первым делом нужно открыться языку на эмоциональном уровне. Затем освоить его логическую основу и довести ее до автоматизма. А после этого язык уже начнет открываться в ответ. Конечно, идеальное произношение таким образом не приходит. Для этого нужно просто тренировать свой речевой аппарат. Носители языка занимаются этим всю жизнь, поэтому пытаться сразу угнаться за ними и обращать излишнее внимание на свое произношение на начальном этапе точно не стоит. Знаете, в последнее время в Улан-Удэ стала чаще слышна бурятская речь. Это очень отрадный факт, но с другой стороны, это всего лишь результат миграционных процессов. Количество носителей бурятского языка в Улан-Удэ увеличилось за счет того, что где-то оно уменьшилось ровно на это же количество. Реальным показателем того, что бурятский язык начал возрождаться, будет тот момент, когда мы с вами начнем слышать в общественных местах бурятскую речь с русским акцентом. Поэтому говорите на бурятском языке, не стесняясь своего акцента и не боясь ошибиться. Бурядара ишинге хунгуй зуга уже явилда.